Инна, добрый день. Добрый день. Сухум на пороге серьезных изменений его облика. Какие у вас ожидания в связи с этим? Ну, ожиданий много. Ам, Но я считаю, что надо реалистично подходить и к возможностям города, и к его ресурсам. Действительно, Сухум находится на пороге изменений, так как они давно назрели. И в этом смысле, как первая мера, такая первоочередная, я бы предложила все-таки повысить статус градостроительного совета. Особенно это важно при решении каких-то ключевых знаковых проектов, да и вообще, так сказать, событий, связанных с изменениями в городе. Да, это вот одна из таких первых мыслей, которая приходит в голову. Второе, очень хотелось бы сменить парадигму управления городом. Да? Что я имею в виду? Городу нужна новая система управления, более открытая, более прозрачная, более понятная горожанам. В этом смысле я очень надеюсь на то, что новое руководство именно такой диалог и такую систему управления будет все-таки реализовывать. Хотелось бы, чтобы обликом города, в части, по крайней мере, архитектурного облика, да, занимался главный архитектор города. Это его обязанность функциональная. То есть так называемый, наконец, должен появиться так называемый архитектурный надзор. Как вы оцениваете выбор объектов, предложенных для реконструкции? Вообще, как вы думаете, должны еще какие-то значимые объекты попасть в план реконструкции или реставрации? Хочется сказать, что, во-первых, я надеюсь на то, что Сухум будет восприниматься новым руководством как не просто туристический центр, а как столица и как исторический и культурный центр вообще всей Абхазии. Вот с этой позиции выбор тех объектов реставрации, для реконструкции, которые на сегодняшний день в повестке нового руководства, это набережная Диоскуров, да и вообще набережная, я считаю, оправдан вполне. Дело в том, что набережная – это символ города, это его праздничный фасад, и, в общем-то, находится не в очень, скажем так, хорошем состоянии, поэтому этот выбор вполне обоснован. Но здесь очень важно, на мой взгляд, все-таки подходить комплексно. Я не сторонник точечной реконструкции, потому что всегда при точечной реконструкции теряется смысловой контекст, исторический контекст того места, которое подвергается реконструкции. Вот в этом смысле я надеюсь на то, что все-таки будет некая концептуальная такая поддержка, концептуальный подход к реконструкции всей набережной. Она у нас единая, у нее есть уникальный стиль, характер, и необходимо выдержать этот стиль в обязательном порядке. Что касается других объектов реконструкции, я пока не слышала о списке, так сказать, этих объектов, но есть архитектурные памятники, есть объекты, общественные пространства, которые нуждаются в восстановительных работах, да, в реконструкции. Что я имею в виду? Наши парки, наши зеленые зоны, площади, такие как площадь Сергея Васильевича Багапши. Я считаю, что надо вернуться к идее ее благоустройства. Да, если вы помните, был в свое время объявлен конкурс, в результате которого был выигран победитель, единственный победитель Харахакалек со своим проектом. Вот хотелось бы все-таки, чтобы этот проект был реализован,
потому что площадь нуждается все-таки в реконструкции, она очень важна в градостроительном отношении. Да? Она является входной группой на набережную, она, собственно, часть набережной, и очень хотелось бы ее реанимировать. Площадь Свободы с парковой великолепной зоной требует достаточно серьезного подхода с точки зрения ее восстановления, очищения от какого-то визуального шума. Это то, что касается наших общественных пространств. Есть архитектурные памятники, которые нуждаются в первоочередных реставрационных работах. Да, это, скажем, объект дом Стефаниди на улице Абазинской, это вилла Чачба, да, Шарвашидзе. То есть такой перечень имеется у нашего управления по охране памятников. Я думаю, что нужно сделать список первых 5, скажем, да, таких вот первоочередных объектов, которые нуждаются в реставрации, и обязательно сфокусировать свои действия на них. Как раз следующий вопрос у меня по поводу исторического облика объектов сохранения. Да, вот как вы считаете, учитывается ли важность этого сохранения исторического облика объектов, которые будут реконструироваться? Это критический вопрос, критически важный вопрос. Дело в том, что при реконструкции любого исторического здания, особенно в нашем историческом центре, необходимы обязательно консультации и согласование с нашим управлением, да, охраны памятников, которые выдают так называемое АПЗ, да, архитектурно-планировочное задание, как раз с учетом соблюдения тех правил, норм исторического облика, да, каких-то планировочных объемов, планировочных параметров. То есть это необходимо делать в очень тесной связке с этим управлением. Это очень важно. Я считаю, что вообще в историческом центре нашего города все требования к реконструкции, реставрации должны быть самыми высокими, самыми повышенными. Да? Ну и слава богу, что градостроительный совет недавно обозначил границы, вернее утвердил, да, границы исторического центра, представленные управлением охраны памятников. И наконец у нас появились границы, четкие зоны, четкие границы исторического города. Вот в этих пределах, собственно, надо очень серьезно заниматься вопросами и вообще хаотичного строительства, и сохранением наших исторических зданий. Как вы думаете, на что новому мэру необходимо обратить внимание, занимаясь обликом города? Вы частично перечислили, но тем не менее, вот какие бы еще объекты вы Ну, конечно, хотелось, с точки зрения сохранения исторического облика, надо заняться таким вопросом, как очищение наших фасадов. Да, особенно в той жилой исторической постройке, в тех кварталах, где наиболее сконцентрировано большое количество наших красивейших зданий начала 20 века. Да. Фасады там находятся, конечно, в удручающем состоянии, и я бы предложила мэру сделать такой список, так называемый список 30 или список 50 фасадов, которые необходимо, достаточно быстро, бюджетно можно их привести в порядок. И вот наша инициативная группа Харахакалык, она предложила ряд примеров того, как это можно быстро и бюджетно сделать, да, привести в порядок наши фасады, чтобы наш город приобрел не только сохранил исторический облик, но еще и, так сказать, вот этот баланс между эстетикой и историей, да, он был соблюден. Вообще это очень важно, да, соблюсти баланс между современными потребностями города, он все-таки развивается, и вот этой его исторической составляющей. Да, то есть между прошлым и будущим должен сохраниться баланс. Я думаю, что здесь я бы обратила внимание мэра на состояние этих фасадов, да, и возможность быстро, так сказать, да, очистить эти фасады.
Как я уже говорила, очень важно, у нас наш город очень зеленый. Да, и этот зеленый актив составляет порядка 40%. Да, это очень много. Это целое хозяйство, которое требует своей руки хозяйской. Да. Я бы предложила все-таки ввести такую должность, как главный ландшафтный архитектор или главный садовник города, который будет очень четко, так сказать, отслеживать состояние насаждений, да, необходимость новых посадок, локации для этих посадок и так далее. Это тоже подчеркивает и позволяет сохранить историчность нашего города, да, потому что зеленый актив – это тоже часть нашей истории нашего города, да, которая на протяжении многих поколений сохранялась и сохранила наш город вот как очень зеленый, да, один из самых зеленых городов Абхазии.